все мы нуждаемся в помощи в таких тяжелых временах. Те же самые, получается, вот наводнения, те же самые у нас пожары. Много людей страдает из-за этого. И как бы чисто с совестью человеческой я прихожу именно учиться в таких вот организациях и помогать как доброволец. Ну да, сложно, конечно. Вот сердечно-легочное делать, уже вот руки болят, они красные. Ну а так в целом, да, интересно. Я многое для себя узнала. Неподготовленных людей обучать гораздо проще, чем подготовленных. Потому что в большинстве случаев, поскольку нету стандартов единых, мы обучаем по программе международных стандартов. Красный Крест пользуется исключительно рекомендациями самых авторитетных международных организаций. Ничего самовыдуманного, каких-то авторских находок нет. Это только то, что рекомендуют все крупнейшие международные организации. Ну и как аккумулирующий весь этот опыт Международный Красный Крест. Соответственно, вот эти стандарты могут не совпадать с местно обучаемыми, там, то, что на ОБЖ и прочее. Соответственно, приходится людей переучивать на нормальные стандарты. Это гораздо труднее, чем человек свежий, который ничего не знает, и на него ложиться гораздо проще и прочнее, и правильнее. Поэтому неподготовленные лучше. Добровольцам выдаются сертификаты о том, что они обучились определенное количество часов по первой помощи, и плюс еще сертификат диплома, то есть о том, что они прошли курс реагирования на чрезвычайные ситуации. Плюс еще каждому будут сшита уже индивидуальная форма, униформа, да, то есть верх и низ, и плюс еще сапоги, то есть которые будут они именно во время ЧС ездить на те места.